Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи – государственная собственность, ее распродажа. Поводов для этого разговора более чем достаточно в последние месяцы нам жизнь, так сказать, представляет. И что в самом деле стоит из этой собственности государственной продать, а что лучше оставить? Одну из версий ответа на вот этот вопрос мы с вами сегодня и услышим, и сделаем это сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Начну с события, которое еще не произошло. Депутаты Госдумы сегодня планируют принять в окончательном виде федеральный закон о передаче Якутии, Пермскому краю и Архангельской области налога на добычу алмазов. Для Якутии это 2,5 миллиарда рублей, которые частично восполнят потери бюджета в случае федерализации Алроса. Вопрос в самом деле острый. Да, ведь депутаты Госсобрания поставили требование закрепить за республикой выпадающие доходы. Да, причем сделать это законодательно, и похоже, что именно сегодня это и будет исполнено, хотя бы в отношении четверти этих выпадающих доходов. Тем временем Республиканская комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций отменила режим чрезвычайной ситуации в Алекминском районе. Это мотивировано тем, что первоначальное решение было неадекватно ситуации, которая сложилась в районе с углем. Сейчас угля в районе достаточно для работы котельных до середины февраля будущего года. Вообще странная эта история с ЧС в Алекме произошла у нас. Да, кажется, мы в очередной раз ославились на всю страну. Ну да, конечно, потому что ведь все средства массовой информации федеральные об этом сообщили, а теперь вот выясняется, что решение о чрезвычайной ситуации было неадекватным. А теперь о столичных событиях. Со среды в Якутск начали съезжаться мэры 9 городов административных центров Дальневосточного федерального округа. В четверг и пятницу они примут участие в обсуждении вопросов социально-экономического и прежде всего транспортного развития на совещании полпреда Исхакова и членов коллегии Министерства транспорта России. Наверняка обмен опытом будет носить и неформальный характер тоже. Ну, это вполне естественно, ведь официальная повестка она не может вместить общих проблем городов. Да, конечно, я вот так могу предположить, что наверняка Илья Михальчук будет обсуждать со своими коллегами в кулуарах, что ли, такую тему, как новая форма управления городским хозяйством, сити-менеджер. На той неделе он специально для того, чтобы изучить эту форму, побывал в Казани. Сегодня одной приметой Нового года стало больше. В Якутск прилетел Дед Мороз. Его сопровождал Чисхан, якутский Дед Мороз. Цель его визита – получить из рук Чисхана в Имиконе кубок холода, с которым затем Дед Мороз объедет 20 российских городов. Сегодня Дед Мороз принял участие в нескольких мероприятиях в столице республики. Так и хочется объяснить нынешнее похолодание приездом Деда Мороза в Якутск. Да, действительно, но похоже, наши ожидания теплой зимы они оказались напрасными. Ну, может быть, но все-таки хочется верить, что вот это нынешнее похолодание до 37 градусов, а именно столько сегодня было утром, все-таки это предел нынешней зимы. Очень хочется, чтобы так оно и было. И еще сообщение о двух юбилеях. 80 лет назад, 22 ноября 26 года, при Якутском горисполкоме был образован отдел здравоохранения и образования. А также сегодня исполняется 70 лет экс-мэру Якутска и первому вице-президенту республики Спартаку Борисову. Не исключено, что Спартак Степанович сегодня отмечает и еще одну дату – 49 лет с начала трудовой деятельности в должности мастера братского монтажного управления. Сейчас Спартак Борисов с супругой проживает в Москве. Ну, а теперь давайте поговорим о приватизации государственного имущества. И прежде всего попробуем ответить на вопрос, что происходит. Растаскивание наиболее лакомых кусков по карманам наших чиновников и их приближенных, либо это здоровый, нормальный процесс. Обратимся к 90-м годам. Тогда в нашей стране началась приватизация, и тогда основным аргументом было то, что в собственности государственной следует оставлять только то имущество, которое необходимо для выполнения государством своих прямых функций. Национальной безопасности, обороны, решения ряда социальных проблем и ряда других. Так вот, в последние годы вроде бы как философия эта резко изменилась. И ее последствия сказываются в том числе и на нашей республике в ряде вот таких, ну я бы сказал, скандальных, мучительных процедур федерализации части имущества, ну, прежде всего, добывающих компаний. Так почему все-таки это происходит? В условиях дефицита ресурсов нельзя государству не только, допустим, с точки зрения собственной энергетической, сырьевой безопасности, отдавать это на решение определенных коммерческих групп людей, ну или синдикатов, там, корпораций, каких-то тому подобное. Но фактически сегодня для многих стран это становится инструментом и внешней политики.
самоопределение государства в роли мировой экономики. Допустим, не секрет, допустим, что многие вопросы, связанные с поставками углеводородов в соседнюю страну, в Китайскую Народную Республику, они практически имеют как бы общемировое значение. На это смотрят Соединенные Штаты. Очень ревностно смотрят японцы. Допустим, как быстро получит Китай доступ к нашим энергоресурсам. Вы задали вопрос, наверное, в свете якутугля, а есть ли смысл республике продавать якутуголь? Если рассуждать чисто с точки зрения финансиста, она может заключаться в чем? Вот, грубо говоря, есть якутуголь, есть у него балансовая прибыль, чистая прибыль. И я сегодня как акционер, допустим, как республика, имею возможность получать, допустим, условно 250-300 миллионов рублей дивидендов в год. Так. Вот я получил эти дивиденды. Все. Как платил налоги якутуголь, так и платит. Несет там социальную нагрузку, так и несет. Да. И вот мы начинаем расценивать, насколько выгодна продажа якутугля. Это определяется элементарным математическим подсчетом. Грубо говоря, мы берем объем доходов от продажи якутугля и говорим, что реально может поступить, допустим, 25 миллиардов рублей от продажи якутугля. Если бы я взял эти 25 миллиардов рублей, положил в банк, сегодня, допустим, под 6-7% годовых, то бюджет республики получал бы, грубо говоря, почти 1,5 миллиарда дивидендов. То есть процентов от депозитов. Либо получать 250 миллионов дивидендов, либо 1,5 миллиарда рублей ежегодно получать от простого депозита. 250 миллионов каждый год. И здесь каждый год. Да. Да, здесь каждый год. 1,5 миллиарда рублей каждый год. Республиканский бюджет мог бы получать, вкладывая деньги в депозит. Такой тупой расчет даже получается. Тупой расчет, да. Но, с другой стороны, я прекрасно представляю, что никто нам не позволит дотационной республике ложить такой депозит. 25 миллиардов рублей в депозит и там 15-16 миллиардов просить у Российской Федерации трансфертов. Нет, такого не будет, конечно. Но здесь нужно уже ориентироваться и смотреть на другую часть. С другой стороны, у меня есть дефицит бюджета. У нас есть госдолг, который сегодня уже чисто по процентным расходам, я не имею в виду задолженность перед федеральным бюджетом, которую в конце концов долгой и нудной работой можно списать. Это ЦКР 95-6 годов, это золотой кредит, по которым все-таки действительно справедливо мы ставим требования о списании его. Есть процентные расходы, они достигли 10 миллиардов рублей. Это облигации, это кредиты банковские, это госгарантии, по которым тоже платятся проценты. Так вот, если мы хотя бы часть средств направим на погашение государственного долга республики и не будем наращивать дефицит, и брать новые заимствования. Вот если мы не продадим, допустим, в следующем году на 2 миллиарда 800 имущества, соответственно, Министерство финансов республики на 2 миллиарда 800 будет вынуждено, чтобы исполнить обязательства бюджета, либо выпустить облигации, либо взять кредиты. Итого, получив, допустим, выпустив на 3-4 миллиарда рублей новых обязательств республики, бюджет республики ежегодно, даже при ставке 7,5-8% годовых, будет, грубо говоря, платить около 320 миллионов рублей процентов. Вот и давайте теперь сравнивать с этой точки зрения. Я получаю 250 миллионов дивидендов с якутугля, но я его не хочу продавать, он мне нужен, и чтобы он мне платил 250 миллионов дивидендов. А в то же время, не продавая его, наращивая свой долг, я только за счет новых заимствований, не считая за те 10 миллиардов, которые я плачу проценты, я буду 320 миллионов платить. То есть в минусе получается. Да. Уже на будущей неделе Эрнст Березкин и его коллеги по Государственному собранию нашей республики столкнутся с проблемой приватизации. И прежде всего потому, что очень велик дефицит бюджета на будущий год. На сегодня все. До свидания.